Новый выпуск, новая ведущая. Меня зовут София, и, как говорила Ксюша в прошлый раз, теперь будем видеться намного чаще. На пленке по-прежнему главные события города и интересные личности. Заваривай чай, бери любимую плюшку и не забывай подписываться перед просмотром. О, весна, без конца и без краю, без конца и без края мечта. Мы в кассете жизнь принимаем и приветствуем звоном щита. Теперь и даже я стихами заговорила. Все потому, что поэты в России отмечают свой праздник. А мы поговорили с одним из них. Пока Богдан Инфиногенов делится своим мнением о современной удмуртской поэзии, пиши в комментариях, что о ней думаешь ты. А сейчас, на самом деле, появилось новое уже поколение поэтов, потому что уже интернет, да, появился штаб удмуртской поэзии Поэтап, например, Герман Суслов, у которого тоже своя там лавка книжная есть и движухи какие-то, там читки, еще что-то, конкурсы, слэмы поэтические. А люди сейчас через интернет, через просто свои страницы, они могут свое творчество популяризировать, русскоязычное, например, в пабликах каких-то. Раньше ведь этого тоже не было. То есть все открыто, то есть ты можешь как-то очень стильно, очень красиво там свои стихи преподносить, выигрывать тоже на слэмах, там деньги даже за стихи. Вот, и это все развивается, и это все очень круто. Но я думаю, что все-таки какого-то большого спроса в Ижевске там и в Удмуртии в целом на литературу и местную, да, и на поэзию тоже, на удмуртских именно поэтов. То есть его как не было, так и нет. Студентам, подросткам, школьникам, грубо говоря, вообще не интересно это в большей части. То есть только некоторым. В целом поэзию не особо сейчас читают в мире, в России, скажем так, везде. Поэтому надо ее популяризировать, потому что это же на самом деле прекрасное творчество и прекрасная культура, скажем так. Например, мне вот очень это нравится. И наверняка это может понравиться большей аудитории, но просто кто-то воспринимает это, может, по-другому, кто-то просто не знает о существовании удмуртской поэзии, например. Но если говорить про поэзию на удмуртском языке, то тут стоит отметить, что она жива тоже, и в первую очередь на удмуртском языке пишут женщины. Вот, то есть тут такой гендерный фактор тоже есть. Сейчас издаются целые сборники тоже вот этих поэтесс из деревень, там они просто тоже могут быть там библиотекарями, доярками, скажем так, вот, и они, по большей части именно на удмуртском пишут женщины. У меня у самого есть паблик Удмурт Кылбурчи ВКонтакте с 2013 года, 10 лет уже, то есть я его веду, и туда может любой желающий ВКонтакте прислать свое стихотворение на удмуртском языке. Есть профессиональные тоже у нас поэты, которые там в издательстве Удмуртия работают, они тоже все ВКонтакте уже зарегались, на своих страницах там пишут стихи, проводятся какие-то мероприятия. Настя Шумилова тоже вот из молодых, сейчас она главный редактор журнала Кинеш, вот, а не так давно она была просто молодая поэтесса на удмуртском языке. Нужен какой-то креативный подход, какие-то новые форматы, мне кажется, например, не просто стихотворение и картинка, да, как я делаю там в Удмурт Кылбурчи, а ну что-то вообще, что-то другое, наверное, может, какие-то безумные эксперименты с форматами там должны быть, и я думаю, это бы зашло бы. То есть те же самые, например, рэп-баттлы, то есть это тоже поэзия. Тут нужны какие-то тоже каналы трансляции, и тоже на своем интернет-телеканале Даур ТВ я, являясь поэтом, как бы часто запускаю какие-то спецэфиры. Например, у нас был День удмуртской литературы, Дарыли Лили у нас тут проводила, как раз на этом диване, да, то есть в этой студии. Кроме этого, тоже я запустил рубрику «Удмурт Кылбурчи», удмуртский поэт, где люди читают стихи, «Видео Кылбур», видеостихи. Тоже это на самом деле очень такой формат, который люди сами снимают на телефон, часто выкладывают. То есть я это просто аккумулирую у себя вот в группе в Даур ТВ. Вот и таким образом тоже происходит популяризация. Вот я очень люблю цитировать рэп-группу ТГК. Раньше была популярная такая. У них в треке есть цитата «Чем ты заряжен, тем ты и выстрелишь». Как бы вот, то есть чем ты наполняешь себя какой информацией, то есть такие же будут у тебя стихи. О, новое сообщение от Ани Поткиной. Интересно, что написала? Привет, можешь сделать анонс проявления в пленке? Почему бы и нет?
Смотри 1 мая, открытие выставки «Параллель», вечера с киноклубом ИИС, а остальное пока останется в тайне. Не пропусти! Нередко больше всего нам откликаются реальные истории жизни человека, особенно когда речь идет о необычных людях. Нас вдохновила инклюзивная программа 77-й школы, где здоровые дети учатся с теми, чьи возможности ограничены. Варя – одна из участниц инклюзивной программы. В учебе она всегда в числе первых, поддерживают учителя и одноклассники. Рассказывает, школа помогла найти хобби. Сначала танцы, училась слушать музыку и попадать в ритм. Потом занялась инклюзивным театром, а это новые трудности, делится девушка. Было тяжело говорить, тем более сценично. Но сейчас Варя – одна из лучших актрис театральной студии. В ее бэкграунде комедии, трагедии и новая мечта – стать актрисой. У меня есть театр, у меня есть там несколько человек, с которыми я общаюсь. И мне сейчас очень нравится выступать на большой сцене. И я это очень-очень люблю. А Гриша – юный блогер и редактор в медиацентре школы. Вместе с одноклассниками снимают репортажи, пишут посты в социальные сети и даже готовят новостные выпуски. В планах Гриши придумать новые нанотехнологии и написать про них научную статью или стать телеведущим. После журналистских дел Гриша бежит в театр. Говорит, активная жизнь в школе привила новое качество и, главное, уверенность в себе. Открытость – самое важное для меня. Я больше не боюсь. Это много людей. Я учился разговаривать, скажем так, самое важное для меня. Гриша и Варя для одноклассников пример. Через год ребята планируют поступать в университет. В своих силах уверены, они не понаслышке знают. Диагноз – это не приговор. Как говорится, на этом все. Не забывай делиться своим мнением в комментариях. А мы будем ждать встречи в следующем выпуске. Подписывайся, чтобы не пропустить.